Вы смотрите программу «Новости». В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Озвучу основные темы выпуска. В Якутию из Хабаровска прибыли 20 спасателей поисково-спасательного отряда. Расскажем подробнее. В школе кентитского наследия в Верхневилюйском Улусе построили новый сквер в память о детях войны. О проекте. В Якутии откроют туристический маршрут для наблюдения за полетом стерхов. Когда откроется и где? Самолет-амфибия Би-200 доставил из Хабаровска 20 спасателей Хабаровского поисково-спасательного отряда. На борту оборудование и снаряжение для помощи населению. Хабаровских специалистов поселили, прибытие распределили в Намский район, в села Столбы и Графский берег. Спасатели будут совместно с местными властями обеспечивать безопасный пропуск весеннего половодья и адресную помощь при ухудшении обстановки. Оперативные группы МЧС сегодня работают в Татинском, Ленском, Алекминском и Алданском районах. В поселках Витим и Пеледуй, где ранее провели эвакуацию из-за подъема воды, обстановка стабилизировалась. Но группы продолжают мониторинг. Напомним, сегодня подвижки льда на Лени начались в Хангаласском Улусе. Почти 10 километров дороги к селу Аймякон отремонтируют в текущем году. В Якутии продолжается ремонт автодороги Аймякон. Дорожные работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и будут завершены в текущем году. В настоящее время специалисты занимаются очисткой полосы отвода на участке с 6 по 16 километр. После этого приступят к монтажу водопропускных труб и формированию дорожного полотна. Для укрепления конструкций трубопроводов и дренажных канав будут использованы габионы. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установят 896 погонных метров барьерного ограждения, 70 дорожных знаков и 329 сигнальных столбиков. Оперативным штабом Якутии продолжается работа по дополнительному обеспечению и оснащению участников СВО. За прошедшую неделю в опорный пункт Якутии приступили для передачи якутских электромотоциклов, а также зарекомендовавшими себя тележками Як-14 и наземные дроны «Камикадзе». Помимо этого, якутскими производителями были представлены новые изделия для борьбы с дронами и БПЛА с использованием искусственного интеллекта. Параллельно продолжается сбор и доставка адресных посылок, техники и продуктовых наборов для военнослужащих от организаций, предприятий и жителей республики. В целом, с начала 2026 года было организованы и перевезены гуманитарные груза. Порядка 30 рейсов было произведено и доставлено 75 единиц транспортных средств, а также более 160 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. В течение мая якутяне смогут оплатить задолженности за капремонт без учета пени. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов объявил о ежегодном проведении акции «Прощенные дни». Собственники помещений, имеющие просроченную сумму по взносам за капремонт, могут погасить его без уплаты начисленных пений. Обязательным условием акции является полное погашение накопившейся задолженности, включая апрель текущего года. Акция «Прощенные дни» – это возможность для собственников не только избавиться от долгов, но и избежать судебных разбирательств. Провести оплату можно через сайт fondkr.ru или очно в офисе фонда. В школе кентитского наследия в Верхневилюйском Улусе построили новый сквер, увековечивающий память о детях войны. Рожденные с 1925 по 1945 годы, чье детство прошло во время Великой Отечественной войны, юные труженики тыла, у которых вместо беззаботных игр уже была работа и ответственность. Сюда вошли 264 имени с фотографиями и 152 без фотографий. И это только в одном кентитском наследии. Этот проект защитили в прошлом году, получили грант. В будущем местоположение планируют облагородить, будут дополнительные постройки. Наш школьный исследовательский проект «ШКИП. Дети войны моего наследия» станет важным вкладом в дело сохранения исторической правды и преемственности поколений. Удастся сохранить живые свидетельства эпохи, передавая молодым поколениям уважение к труду и подвигу старшего поколения. Открыть новые страницы истории Якутии по-другому. На этом построена работа выставки, которая организована в детско-юношеском центре города Алекминска. Подробности далее. Михаил Пугушкин добровольцем отправился в военкомат, хотя ему не было еще 18 лет.
Выставка, где экспозиции умеют рассказывать сами, заинтересовала не только детей, но и взрослых. Работники «Газпром», многие из которых приехали на вахтовую смену. Особый интерес к истории Якутии. Я внук человека, который прошел войну, который получил ранение, у которого есть ордена, медали. Ну, это как бы вот война, она всегда меня цепляет. Ну и, конечно, да, хорошо, что вот как есть такие выставки существуют, что вот нашему поколению что-то вот передается, потому что, ну вот, насколько я помню, знаю, в больших городах дети мало знают про войну. Вот. Есть темы материалов, по которым очень мало. Так, трагичная история переселения чурапчинцев. 1942-1944 годы. В 1942 году из-за засухи и голода в Чурапчинском районе власти Якутии приняли решение переселить 41 колхоз. Около 5000 человек, в основном женщины, дети и старики, в арктические улусы – Кобяйский, Жиганский, Булунский – для добычи рыбы на нужды фронта. Более того, долгое время об этом вслух не говорили. Жили в землянках, страдали от голода, холода и болезней. Итог. За 2 года погибло, по разным данным, от 1700 до 2300 человек. Еще одну страницу получилось заполнить благодаря случайной встрече. Моя бабушка по линии матери, она является участником трагических событий переселения чурапчинского населения в Кобяйский район. Тоже перенесла очень тяжелый период в своей жизни. И тоже, к сожалению, она до старости не дожила. Именно по этой теме педагоги, работавшие над проектом, не нашли ни фотографии, ни тем более видео. Поэтому нам пришлось воспользоваться услугами искусственного интеллекта. Благодаря искусственному интеллекту нам удалось оживить эту страницу истории и помочь людям воспринять их более визуально. Вообще вот заинтересовывает людей выставка именно вот эта экспозиция? Эта экспозиция одна из самых любимых как у посетителей, так и у нас, поскольку она близка нашему сердцу, как люди, живущие в республике Саха-Якутия, нам важна и интересна история нашего края. Интерес к выставке растет с каждым днем. Узнать историю страны с нового ракурса, а что-то и вообще впервые. По-настоящему интересно. Для меня было открытием то, что очень мало информации про Якутию все-таки. Про именно вот эта тема, про наших воинов приходилось по крупицам собирать буквально, потому что буквально несколько сайтов есть, на которые можно опираться, более-менее достоверные источники по этой теме. Вот, и все, что собрали, мы буквально уместили вот в эти гексы, вот в эту экспозицию. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Строительство адаптивного образовательного комплекса на финишной прямой. Подрядчик сдаст последний объект, интернат и детский сад уже в июне. Все внутренние отделочные работы завершены, остаются последние штрихи – благоустройство и озеленение территории. Интернат на 150 мест оснащен всем необходимым для учеников с особыми потребностями, в том числе комнатами для релаксации. В двухэтажном детском саду будут обучаться и здоровые воспитанники, и ребята с ОВЗ. У нас интернат на 150 мест, детский сад на 200 мест. У нас стройготовность, в принципе, все полностью готово. Нам только осталось ТХ-оборудование и по мелочи работы. Детская площадка полностью готова. Осталось у нас озеленение. И, в принципе, мы все органы, имеется в виду, передали про теплоэнергию, все это уже сделали. Нам остался надзор УГСЖ, в принципе, сдать. Некоммерческая организация «Добрая идея», работающая на базе горного комплексного центра социальной защиты населения, продолжает успешную реализацию своего знакового проекта «Горизонты Берд». Все подробности у наших коллег.
В этом году проект получил еще более существенную поддержку. Грант от фонда Тимченко составил внушительные 750 тысяч рублей. Главная цель проекта «Горизонта Берд» – предоставить детям и подросткам села Бердигостях в возрасте от 10 до 17 лет разнообразный и тематический досуг, который помогает им раскрыть свой потенциал и найти новые увлечения. Миссия нашего проекта – это раскрытие потенциала и создание возможностей для самореализации детей и подростков в возрасте 10 и 17 лет в нашем горном районе. И главная цель – это помочь детям поверить в себя, раскрыть таланты и определить свой жизненный путь. Как это происходит? Мы вовлекли сюда и не только педагогов, не только психологов, но и самих родителей, и самих семей. В этом году проект предлагает участникам 3 ключевых направления, каждый из которых посвящен определенному направлению с целью дать ребятам возможность попробовать себя в разных областях и развить разнообразные навыки. На днях по экологическому направлению проекта юные энтузиасты участвовали в экологических акциях, субботниках, экоуроках, а также ранней весной выезжали в Национальный природный парк «Синяя» на познавательную выездную экскурсию. Сегодня мы с ребятами, которые посещают наши занятия, вышли на субботник, убираем парк Чепчал. И также хочется отметить, что такие мероприятия учат детей заботиться о природе, видеть результат своей работы. А еще у нас ребята находят новых друзей, учатся работать вместе и чувствовать, что они делают доброе дело. В нашем проекте много интересного. Проводим эко-уроки, посещаем мини-ферму, мини-зоо. Еще ходили в природный парк «Синяя» и в зоопарк Ортодойду. Мне здесь все нравится. Появились друзья, всегда весело и интересно. А еще я поняла, как хорошо беречь природу. Проект «Горизонта Берд» – это не просто досуг, это возможность для подростков найти новых друзей, расширить кругозор, проявить свою инициативу и провести время с максимальной пользой. Каждый день, участвуя в проекте, они открывают для себя новые горизонты и возможности. Расея Насипцева, Аида Наговицына, Иван Слепцов, Горный Улус. В Якутии в следующем году откроют туристический маршрут для наблюдения за полетом стерхов. Ведутся переговоры по устройству глэмпинга возле села Охотский Перевоз. Так туристы смогут наблюдать за миграцией краснокнижного журавля. Старт планируют дать во время СЭХа в Тампонском районе. На территории села Охотский Перевоз, где сужается миграционный коридор стерха, и в орнитологическом обсерватории наблюдают пролет 90% всей популяции. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейшем выпуске.